Уже больше 3 лет идет война. И все уже привыкли к тому, что российские школьники подвергаются милитаризации и патриотизации. Но если в центральных городах страны некоторым педагогам удается хоть как-то спасать детей от повышенного государственного внимания, то в национальных республиках и отдаленных от Москвы регионах педагогические коллективы почему-то особенно рьяно выполняют любые спущенные сверху директивы. Республика Саха в этом плане не исключение. Во всех якутских школах исполняются так называемые военно-патриотические инициативы. Целое крыло школы отдано для военно-патриотического воспитания. Здесь будут на основе соглашения с Центром войн, который у нас в Якутске успешно работает, как раз детям даваться то необходимое знание, которое сегодня, конечно же, очень востребовано в нашей жизни. Детей приучают к строжайшей дисциплине, рассказывают об укронацистах, героизме якутских бойцов, учат маршировать и собирать автомат. Мы видим, как с легкой подачи Кремля из детей Саха формируют послушное поколение, готовое воспринимать войну как норму жизни. Москва растит себе новых манкуртов, будущих боевых Саха Путина. Школьникам негде укрыться от милитарной пропаганды. Она повсюду. На уроках, где говорят о подвигах бойцов так называемой СВО, на торжественных линейках, куда приглашают военных, на выставках, где вместо произведений искусства демонстрируются макеты оружия. В разных школах Якутска и районов республики открываются парты героя в память о погибших на войне якутянах. Церемонии освещаются региональными изданиями. Право сидеть за такими партами получают лучшие ученики школы. Сами участники войны читают лекции, рассказывают о фронтовой жизни, часто в романтических красках. Часто такие военные не имеют образования, не говоря уже об опыте работы с детьми. Каждый второй из них имел серьезные проблемы с законом. Но несмотря на это, их назначают учителями и наставниками в школах. В новостях отмечается, что они помогают школьникам не только академически, но и в воспитательных направлениях, в патриотических мероприятиях и в неурочной работе. Когда участники войны приходят в школы как наставники, то они приносят туда не только свой опыт, но и образ героической жертвы. В ряде школ республики дети участвуют в мастерских и акциях. Даже первоклашек привлекают к плетению маскировочных сетей, упаковке посылок для военных, изготовлению окопных свечей и сбору сухпайков. Главной площадкой патриотического воспитания детей стала Якутская кадетская школа. Кадеты в Якутске и до войны ходили в военной форме, участвовали в строевых смотрах, изучали дисциплину основы военной службы. А с приходом так называемого СВО эти практики усилились. Теперь кадеты не просто будущие офицеры, они волонтеры на благо фронта, участники патриотических акций и организаторы мероприятий памяти. Учащиеся филиала кадетской школы-интернат вносят свой вклад в российскую агрессию против Украины, плетут маскировочные сети и участвуют в сборах сублимированных наборов. Несколько выпускников школы уже воевали и вернулись домой грузом 200. В их честь на территории корпуса был торжественно открыт мемориал. Их именам посвятили героические парты. Для ребенка, особенно младшего возраста, все это воспринимается не как пропаганда, а как образец мужества. Это грубое вмешательство в нежную детскую психику, заставляющее детей и подростков воспринимать войну и агрессию не как трагедию, а как долг и честь. Подобные инициативы не ограничиваются школами. Они становятся частью идеологической мобилизации общества, что создает атмосферу всеобщего участия. Сегодня ребенку объясняют, что быть патриотом значит служить, а не думать. И завтра тот же ребенок без лишних вопросов подпишет повестку. И это, пожалуй, самая опасная часть происходящего. Из детей, которые должны мечтать, творить и учиться, делают солдат, не задающих вопросов. Все это приводит к постепенному стиранию границы между образованием и военной пропагандой. В школе не должны учить воевать. Это не трибуна для идеологического давления. Школы — это пространство для знаний, развития и воспитания критического мышления. Если же дети постоянно слышат лишь о романтизации войны, то вырастет поколение, которое не умеет различать правду от лжи. Родителям важно понимать, что защитить ребенка можно только через доверие и разговоры. И понимать, что не стоит спорить с учителем на публике, это бесполезно и может навредить ребенку. Но дома нужно объяснять, что война — это не игра, и не доблесть, а человеческое горе. Нужно читать вместе книги, смотреть фильмы, где показаны судьбы обычных людей, пострадавших от конфликтов.
Нужно задавать вопросы там, где им навязывают готовые ответы. Пока в школах укрепляют патриотические клубы, настоящая ценность в нашей земле, где веками учили жить в мире с природой. Не губить живое, уважать старших, беречь дом и семью. Даже в старинных Алонхо герой силен не потому, что убивает ради мести или корысти, а потому, что защищает землю, род, животных и баланс мира. Современная идеология пытается выстроить иную шкалу ценностей. Героизм через военные образы, патриотизм через лояльность, единство через подчинение. Но для народа Саха это чуждо по сути. Якутская этика – это теплый очаг, ответственность за слабого, почитание предков и природы. И когда теперь говорят о воспитании любви к родине, стоит спросить, к какой родине? К той, что требует строевого шага, или к той, что живет в сердце каждого якутянина?